Амаль 1500 парушальнікаў пагранічнага заканадаўства з пачатку года затрымана ў зоне адказнасці брэсцкай пагранічнай групы. Сярод іх 107 парушылі дзяржаўную мяжу. Толькі ў гэтым месяцы такіх спроб з боку грамадзян розных краін было 3. 4 августа этого года в районе населенного пункта Дамачево был задержан гражданин Вьетнама, который пытался нелегальным образом попасть в Польшу в обход пункта пропуска Дамачево. 20 августа этого года на вокзал города Бреста прибыли 2 граждан Марокко прямиком из Российской Федерации. О том, что они направляются в другую страну, даже не подозревали, по их словам. Основной целью их визита в Брест был туризм. При этом о таких достопримечательностях, как Брестская крепость или Беловежская пуща, они даже не догадывались. И узнали об этом только находясь непосредственно уже в изоляторе временного содержания. 22 августа этого года в районе населенного пункта Знаменка в Брестском районе была задержана группа нелегальных мигрантов в количестве 4 человек, из них 3 мужчин и 1 женщина. Граждане Ирака направлялись в Польшу в поисках лучших условий жизни. За такія спробы нелегальна трапіць у краіны Еўрапейскага Саюза прадугледжана дэпартацыя з забаронай наведвання Беларусі на 5 гадоў. Апошнім часам пачасціліся выпадкі парушэння пагранічнага заканадаўства і з боку грамадзян Беларусі. Хаця гэта і не спробы нелегальна перасекчы мяжу, але за сваю неуважлівасць можна заплаціць адміністрацыйны штраф до 50 базовых велічынь. А именно по паспортам, срок действия которых истек, а также паспортам, непригодным для использования. То есть паспортам, в которых невозможно идентифицировать данные, а также средства защиты бланка документа. А также паспортам, подлежащим обмену по истечении 1 месяца со дня изменения фамилии, имени либо отчества его владельца. Предъявленный документ подлежит изъятию и признается недействительным. Кроме того, в действиях предъявителя документа усматриваются признаки состава административного правонарушения. Юрий Печур, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».